Вот смотри, задали нам. Давай. Вот. Ева ездит в цирке на коне вверху. Так выглядит учебный процесс в последнее время. На видео дети вместе с мамой выполняют домашнюю работу, которую учитель прислал онлайн. Ведь возможности сидеть за партой в классе пока нет. Всему виной большой рост числа заболевших COVID-19. Только после Нового года количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Абхазии увеличилось в 2 раза. Тогда правительством были ужесточены ограничительные меры. Они действуют до 10 февраля. После ужесточения ограничений рост числа заболевших COVID-19 пошел на спад. Заболеваемость снизилась в разы. И, как было отмечено на расширенном совещании с участием президента, благодаря этому уже есть возможность говорить о возобновлении учебного процесса. Однако это все при соблюдении определенных условий. Ведь здоровье граждан – самое главное, подчеркнул Аслан Бжания. Мы в полной мере даем себе отчет, насколько по этому поводу переживают родители, сами учителя. Многие готовятся к этому несколько лет, вступительные экзамены, люди, которые хотят получить дальше образование. Конечно, эта проблема вносит коррективы, но мы вот услышали то, о чем говорят отраслевые министры, эти проблемы будем решать. Как рассказал на расширенном совещании у президента министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, учебный процесс планируется начать поэтапно. Вначале откроются школы, где учатся не более 150 учеников. Если в течение 2 недель ситуация будет стабильной, то возможность открыться будет и у других школ. Но уже сейчас к возобновлению учебного процесса готовятся все среднеобразовательные учреждения республики. В 6-й столичной школе на сегодняшний день обучаются 772 человека. Из них 380 детей в начальной школе, остальные в среднем и старшем звене. К открытию школ, как отметила исполняющая обязанности директора 6-й школы Лолита Кация, они готовятся весь карантин. Проводили онлайн-уроки, однако это не всегда эффективно. Я провела мониторинг среди всего педагогического коллектива, и только у одного учителя по математике 100% дети выходили на связь. У остальных, в зависимости от класса и от предмета, от 5 до 10, бывало даже до 12, которые не выходили на связь по разным объективным причинам. У кого-то техники нет, кто-то в деревне, у кого-то света нет и так далее. И поэтому сказать, что эти дети прошли программу, мы не можем. Мы решили, что в любом случае, как только нам разрешат выйти в школу, мы начнем с того места, где мы остановились в октябре. И если эта программа уже пройдена дистанционно, мы ее быстренько пройдем за неделю, за 2. Если у детей будут проблемы, нам придется задержаться. Из педагогического коллектива коронавирусом здесь переболели 20 человек. Антисептики, маски, социальная дистанция, 2 разных входа, продуманное расписание. К учебному процессу мы готовы, подчеркнула Лолита Кация. В случае открытия школ уроки будут проводиться посменно не только в разное время суток, но и разные дни. Вот такой вариант предлагают в школе номер 6. Наше предложение было конкретно нашей школы, что 3 дня учится одна школа, 3 дня учится начальная школа, и потом после воскресенья опять все повторяется. Члены родительского комитета школы полностью поддерживают эту инициативу и готовы соблюдать все условия, а также помогать педагогическому коллективу. Я, как мать выпускницы, могу сказать, что то, что учебный процесс прекращен, очень отразилось, в частности, на моем ребенке. Мы ждем качественной подготовки к поступлению, а тут нарушен режим, учебный процесс прервался. Я думаю, что есть возможные пути, можно как-то организовать систему так, чтобы она заработала и дети имели возможность выйти в школу. В 13-й столичной школе учатся всего 72 человека. Классы очень маленькие. Среди учителей переболели 10 человек. Но, по словам директора Ларисы Куправа, к возобновлению учебного процесса готовы и здесь. Если в больших школах речь идет о занятиях в разные дни посменно, то в маленьких школах ученики будут ходить на занятия каждый день. Мы это уже на совещании обговаривали, не раз мы собирались в управлении образования, наши методисты это уже разработали и сказали,
сказали, что там, где мало учащихся, будут каждый день 5 дней мы будем учиться с понедельника по пятницу. Ну, а другие школы, там у них свое расписание. У нас свое расписание уроков есть, режим дня у нас есть. Уроки будет идти 40 минут, перемены по 10 минут, большая перемена будет 15 минут. Все это у нас расписано, все у нас сделано, тематические планы готовы, учителя готовы к учебному процессу. Учебный процесс в республике был приостановлен 15 октября 2020 года. И учителя, и ученики с нетерпением ждут, когда возобновится учеба. Но самая главная задача сейчас, несмотря на спад числа заболевших, не допустить дальнейшего распространения COVID-19. Ведь, как говорят медики, количество инфицированных может вновь резко возрасти, если не соблюдать мер предосторожности. Гугуца Вардания, Инала Гухава, Абхазское телевидение.